На торжественный вынос государственного флага Российской Федерации и знамени специального управления Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России просим всех встать. На сцену приглашается начальник специального управления Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России, полковник внутренней службы Зотов Дмитрий Евгеньевич. Уважаемые гости, ветераны, сотрудники специального управления ФПС номер 4, рядовые сержанты, прапорщики. Разрешите поздравить вас с юбилейной датой, 70-летием нашего родного 4-го управления. Ровно 70 лет назад, 22 мая 1948 года, оно было образовано. Ровно 70 лет назад началась его славная история, в которую каждый из нас, сидящих здесь, внес свой непосильный вклад. Создавая и приумножая боевые традиции пожарной охраны на святой Саровской земле, защищая город и охраняемый объект от пожаров, хочу выразить огромную благодарность действующим сотрудникам за ваш ратный труд на благо родного города и государства в целом, за проведение огромной работы по недопущению пожаров, за большой вклад в просветительскую, профилактическую работу Государственной противопожарной службы МЧС России. Своими делами вы укрепляете престиж, достойное звание огнеборца. С честью несете его на службе из повседневной жизни. Не сомневаюсь, что ваш профессионализм
и имеющие знания и умения будут залогом надежной защиты граждан и территории нашего города от пожаров. Ваш высокий уровень мастерства, богатый практический опыт, готовность выполнить свой долг снискали авторитет у горожан, руководства города и охраняемого объекта. Дорогой коллектив, спасибо за вашу службу. Всех благодарю за службу, за оперативное и умелое реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации, за неустанную профилактическую работу, за проведение надзорных мероприятий. Всех с праздником. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам, которые стояли у истоков нашего управления, которые воспитали сейчас действующее нынешнее поколение пожарных, которые служили Родине в трудные годы. Многие из них до сих пор в строю и сохраняют лучшие традиции пожарного братства. Приобретенный у них бесценный опыт и ответственное отношение к любимому делу служат примером для всех сотрудников управления, а в первую очередь для нашей перспективной молодежи. Внимание! Сейчас у нас будет небольшой клип исторический. Как взгляну, сколько же людей позаботились с таким другом, как я. Спасибо вам! Только подумать, он родился при императоре, жил в Советском Союзе и Российской Федерации, рос в послереволюционное время и прошел через всю Великую Отечественную войну. А после приехал в Саров, тогда Арзамас-16, поступил на службу в пожарную часть и был одним из тех, кто строил наш город. Не было ничего в этом городе. Сварку делают, где колючую проволоку найдут, где чего. А все терпели, все радовались. Если объяснять все, рассказывать все, как прожили мы, как тяжело было, но все-таки терпели. Раз пригласили, значит, я обязан вас поздравить. Поздравить весь личный состав, который находится на службе, на отдыхе. Начальник выставил весь личный состав, я их поздравил, а потом проводили меня. Я их поздравил. А сейчас поздравляю с 70-летием всего гарнизона. Крепкого здоровья, не болеть, не стареть. Хочется добавить, что этот человек удивительной судьбы. После прихода из рядов Красной Армии, где он прослужил с 1937 по 1946 год, Федор Романович с 1948 года более 30 лет проработал на различных должностях младшего начальства оперативного состава в первой пожарной части отдела пожарной охраны номер 4 Главного управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел СССР. В нынешнем году, в сентябре месяце, Федору Романовичу, дай бог мы спразднуем, это будет 102 года. И особенно приятно, что Федор Романович в день нашего юбилея находится вместе с нами в этом зале. За большие заслуги и огромный вклад в основание и развитие управления Федор Романович Мамонов первым награждается памятной медалью «70 лет специальному управлению ФПС номер 4 МЧС России».
Слово предоставляется заместителю директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России, полковнику внутренней службы Дёшкину Вадиму Олеговичу. Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья, буквально недавно мы отмечали 100-летний юбилей советской пожарной охраны. Сегодня мы отмечаем не менее значимую дату – 70-ю годовщину образования Саровской пожарной охраны, 70-ю годовщину образования специального управления номер 4. От руководства Департамента готовности сил специальной пожарной охраны, от коллектива Центрального аппарата МЧС России позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой. Специальное управление охраняет как один из самых значимых объектов в нашей стране, как один из самых крупнейших закрытых административно-территориальных образований, так и не менее важные объекты для всего православного народа, объекты. Поэтому я считаю не случайным, что сегодня еще и праздник, великий праздник всего православного народа, День Николая Чудотворца. Хочу выразить слова благодарности всем ветеранам. Спасибо вам за вашу работу. Именно благодаря вам за все эти годы удалось достигнуть высоких показателей и не допустить серьезных аварий и катастроф на охраняемых объектах. Спасибо вам еще раз за всю вашу работу. И тем, кто находится на заслуженном отдыхе, и тем, кто продолжает работать, воспитывать молодежь. А всем действующим сотрудникам желаю удачи и успехов. Желаю с честью выполнять свой профессиональный долг и с гордостью носить звание сотрудника Федеральной противопожарной службы. С праздником всех! Памятной медалью «70 лет специальному управлению ФПС номер 4 МЧС России» награждаются ветераны управления. Анатолий Иванович Кравченко. Владимир Федорович Белин. Михаил Васильевич Варочкин. Александр Николаевич Назин.
Василий Егорович Уразов. Евгений Федорович Тимонин. Геннадий Борисович Махаев. Игорь Юрьевич Лапин. Аркадий Федорович Свечников. Владимир Михайлович Журавлев. Дорогие друзья, вас приветствует коллектив специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России, город Заречный. Самые обычные парни, без плащей, без спецэффектов. Я горжусь, что хожу с вами по одной земле. Плавятся в огне даже камни, бесятся спокойные реки. Держится все на спасителе и спасателе. Снова звонок на пульт, обычные будние дни. И почему герои именно они? Давайте чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь. Но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и дочь, по плечу постучит ладонь. Слава Богу, ты не один, но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и сын. Опыт приходит с годами, но только тем, кто выжил, кого не обошла удача стороной. Парни, вы где-то с нами, я в огне вас бывает вижу. Те, кому жизнь чужая дороже собственной. Нет своих, нет чужих. Если пришла беда,
И они вновь и вновь шагают в никуда. Холодеет чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь, но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и дочь, по плечу постучит ладонь. Слава Богу, ты не один, но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и сын. Каждый день где-то рядом с тобою, в воду, огонь или тьму, на службу уходят герои, неизвестные никому, чтобы не быть один на один с бедой. Вот ответ на вопрос, почему на службу уходят герои, неизвестные никому. Тяжело дышать, еще один шаг, череп все время сползает. Господи, только бы не горняк, хорошо, что мама не знает. Я смогу, я пробьюсь, спасатель — это сила. Мама, я скоро вернусь, ну, давай тушила, ну же, давай тушила. Холодеет чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь, но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и дочь, по плечу постучит ладонь. Слава Богу, ты не один, но ты попробуй шагни в огонь. Если дома жена и сын. Слово предоставляется главе города Сарова Александру Михайловичу Тихонову. Глубоко уважаемые сотрудники специального управления Федеральной пожарной службы, Дмитрий Евгеньевич, уважаемые руководители Федеральной пожарной службы, уважаемые гости, ветераны особенно. Конечно, мы сегодня все органы местного самоуправления, вот Виктор Иванович здесь тоже представляет, как исполняющий обязанности главы администрации, мы все поздравляем этим замечательным юбилеем, 70-летием. Саров – город мирового значения. Мы все достойны особых условий нашей жизни. И то, чем занимаетесь вы в профессиональном плане, конечно, одна из основных и значимых частей этого нашего совместного дела. Поэтому мы все поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, как у Федора Романовича, всем, который здесь присутствует, профессиональных успехов и сухих рукавов, конечно, как говорят вот в ваших кругах. И что такое юбилей? Юбилей – это возможность вспомнить прошлое, поговорить, задуматься о настоящем и заглянуть в будущее, чем, конечно, сегодня, вот и на этом вечере, и особенно потом, я так понимаю, все здесь пообщаются, вспомнят прошлое, вспомнят ветеранов, поздравят их, тех, кто сегодня с нами, тех, кого сегодня нет. И, конечно, юбилей – это возможность наградить отличившихся. Поэтому я, с огромным удовольствием сегодня наиболее отличившихся в последнее время и за все, работу хочу поздравить. За многолетний и безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 70-летия со дня образования специального управления ФПС номер 4 МЧС России почетной грамотой главы города Сарова награждается начальник специального управления ФПС номер 4 Зотов Дмитрий Евгеньевич, полковник внутренней службы.
Я хочу сразу вручить благодарственное письмо коллективу ФГКУ «Специальное управление ФПС номер 4 МЧС России». Уважаемые сотрудники и ветераны специального управления, выражаем вам благодарность за беззаветное служение делу, оперативность и высокий профессионализм, прекрасную моральную и физическую подготовку, отвагу при спасении людей, большую профилактическую работу, воспитание молодого поколения и в связи с 70-летним со дня образования. Хочу особо отметить участие Федеральной пожарной службы сотрудников во всех городских мероприятиях, и в культуре, и в спорте, и всегда на одном из самых передовых мест. Поэтому большое спасибо, благодарность всему коллективу. От нас, конечно, когда работа трудная, работа очень сложная, требует больших физического напряжения, моральных сил, и, конечно, нужно отдыхать. Мы дарим вам такой пейзаж красивый нашего города, чтобы вы в свободное, редкое свободное время повесили и, проходя мимо, думали о нашем прекрасном городе, да, и мы все хотим, чтобы город развивался и был одним из самых лучших в мире. Праздник! Хочу сказать слова в ответ, что мы всегда с руководством города на одной ноге, на коротком звонке и решаем вопросы все онлайн. Спасибо. Благодарственным письмом главы города Сарова награждается помощник начальника караула специальной пожарно-спасательной части номер 4, старший прапорщик внутренней службы Кузовков Александр Иванович. Награждается заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части номер 6 Кулыгин Антон Алексеевич, старший лейтенант внутренней службы. Награждается респираторщик специальной пожарно-спасательной части номер 5, старшина внутренней службы Сюксяев Сергей Борисович. С праздником всех еще! Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации города Сарова Виктору Ивановичу Иванову. Добрый вечер, уважаемые друзья. От всей души хочу поздравить всех сотрудников, ветеранов МЧС, нашего специального 4-го управления с этой знаменательной датой образования, 70-летия со дня образования. Хочу вас поблагодарить за ваше мужество и отвагу при исполнении служебного долга. Всегда сотрудники МЧС находятся в боевой готовности и всегда приходят первыми на помощь всем людям, которые попали в беду или пострадали от техногенных катастроф, от каких-то пожаров, аварий и так далее. Я хочу выразить благодарность вашим семьям, вашим родным и близким за то, что они ждут вас с вашей трудной, нелегкой службы. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия всем вашим родственникам, друзьям и знакомым. С праздником вас! Всего вам самого доброго. Также хочу отметить, тоже поздравить самых заслуженных сотрудников, которые за последнее время проявили себя, благодарственными письмами от главы администрации.
Для вручения памятного адреса и подарка приглашается начальник специального управления ФПС номер 4 МЧС России, полковник внутренней службы Зотов Дмитрий Евгеньевич. Слова поздравления я уже сказал. Это благодарственный адрес от главы города и главы администрации. За многолетний и безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 70-летия со дня образования специального управления ФПС номер 4 МЧС России почетной грамотой администрации города Сарова награждаются старший водитель группы обеспечения специальной пожарно-спасательной части номер 6, старший сержант внутренней службы Каляков Александр Николаевич. Заместитель начальника отдела Федерального государственного пожарного надзора специального управления ФПС номер 4 МЧС России, капитан внутренней службы Клопков Виктор Викторович. Мастер пожарной специальной пожарно-спасательной части номер 2, старший сержант внутренней службы Самсонов Сергей Александрович. Старший дознаватель группы административно-правовой деятельности при осуществлении Федерального государственного пожарного надзора и дознания по делам о пожарах отдела Федерального государственного пожарного надзора специального управления ФПС номер 4 МЧС России, майор внутренней службы Смирнов Анатолий Александрович. Слово предоставляется главному инженеру Российского федерального ядерного центра ВНИЭФ Игорю Зейнуровичу Мусину. Добрый вечер, уважаемые ветераны, командиры, сотрудники специального управления, коллеги, друзья. Да, действительно, немногим более чем 70 лет назад для создания советского атомного оружия было образовано КБ-11. Сейчас это Российский федеральный ядерный центр. И огромный масштаб работ, огромная ответственность этих работ, темпы, которые были сразу взяты, они, понятно, потребовали таких нетривиальных, особых подходов к организации пожарной охраны данных объектов. И такое мудрое государственное решение, решение выверенное, дальновидное, четкое, оно было принято. С приставкой «спец» была создана пожарная охрана, ну тогда это атомных объектов. И вот уже 70 лет мы вместе со специальным управлением, вместе, плечом к плечу, это действительно так, потому что пожарные части специальные находятся или на наших производственных площадках, или в непосредственной близости. Вместе, конструктивно, но при этом крайне принципиально решаем все наши задачи. Силы и средства специального управления, нормативы, специальная нормативная база, показатели – все ориентировано исключительно на то, чтобы обеспечить безукоризненную и четкую пожарную охрану нашего объекта, тем самым обеспечить выполнение нами государственных оборонных заданий,
обеспечить безопасность закрытого административно-территориального образования, ну и при необходимости прилегающих территорий. Наша продукция, наши технологии, наши материалы, она непроста, она уникальна, она требует особых подходов в обеспечении безопасности. И в таких условиях, охраняя наши объекты, необходимо обладать определенными профессиональными качествами, которые, конечно же, вы ими обладаете. Это, конечно же, специальная подготовка, связанная с нашими особыми технологиями. Это, конечно же, такое хладнокровие, выдержка. Это, конечно же, отвага и смелость в работе, ну и такая психологическая устойчивость. Государство ставит перед нами новые задачи. Вы знаете, что у нас сейчас происходит модернизация материальной базы института, создаются новые установки, новые технологии, новые производства. И вот тот возраст, 70 лет, это даже не возраст и срок, я бы его назвал так, это некий показатель того, что наши отношения, они крайне надежны и позволят нам все эти задачи решить в дальнейшем с высоким качеством, с высокой самоотдачей. Уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, примите, пожалуйста, от Российского федерального ядерного центра самые искренние поздравления с этим замечательным событием. Большая благодарность ветеранам за вашу активную жизненную позицию. Многие из вас, завершив службу в специальном управлении, они работают или хорошо поработали на одних из самых ответственных у нас участков, также связанных с безопасностью нашей деятельности. Конечно же, личному составу за такую вот тяжелую, но опять-таки подчеркну, надежную работу все эти годы. Разрешите вам пожелать всем крепкого здоровья, конечно же, ветеранам крепкого здоровья, конечно же, семейного благополучия, благополучия вашим близким, вашим любимым, семьям, детям. Конечно же, это самое главное, что дает вам силы. Всего самого-самого хорошего, а всем нам, ну, действительно, сухих рукавов. Всего вам самого-самого доброго. Ну и также разрешите определенные награждения, определенные поздравления произвести. За профессиональное мастерство и обеспечение безопасного функционирования режимных и иных объектов ЗАТО, а также в связи с юбилеем, почетной грамотой Российского федерального ядерного центра ВНЕФ награждается Зотов Дмитрий Евгеньевич и коллектив специального управления ФПС номер 4 МЧС России. Вручается подарочный сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения спортивного оборудования. Да, несколько слов, я как бы так вот. На меня произвело просто неизгладимое впечатление те спортивные мероприятия, которые, ну, по крайней мере, я был. Это специальные пожарные управления различных городов. Вы представляете, вот фактически вот хоккейный чемпионат, полноценная команда, боевая, она вот сформирована, ну, в том числе нашим управлением и другими управлениями, и такой вот полноценный чемпионат по хоккею. То есть вот спорт на высшем уровне. Спасибо. За многолетний и безупречный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 70-летия со дня образования специального управления ФПС номер 4 МЧС России награждаются начальник специальной пожарно-спасательной части номер 4, подполковник внутренней службы
Королев Николай Александрович. Начальник специальной пожарно-спасательной части номер 1, майор внутренней службы Лисенков Виктор Юрьевич. Награждается начальник специальной пожарно-спасательной части номер 5, подполковник внутренней службы Мачкаев Юрий Вячеславович. Старший инспектор отделения организации и осуществления Федерального государственного пожарного надзора, отдела Федерального государственного пожарного надзора, специального управления ФПС номер 4 МЧС России, майор внутренней службы Старостина Оксана Александровна. Начальник специальной пожарно-спасательной части номер 7, подполковник внутренней службы Тимофеев Алексей Александрович. Начальник специальной пожарно-спасательной части номер 6, капитан внутренней службы Шикин Александр Владимирович. Заместитель начальника специального управления ФПС номер 4 МЧС России, подполковник Учаев Вячеслав Викторович. И вновь на сцене коллектив специального управления ФПС номер 22 МЧС России, город Заречный. Опять тревога, где-то вы нужны, и пусть минута лишь всего на сборы. Дорогу уступите, это мы спешим вступить с несчастьем чьим-то вскоре. Бросаемся в огонь с бронспойтами в руках, водою пробиваясь прямо к цели. Спасаем, помогаем, рискуем, а потом гордимся, что смогли и что успели. Стихии пламя и воды разгул, удел себе мы выбираем сами. Мы не дадим, чтоб кто-то утонул, и мы бесстрашно укрощаем пламя. Бросаемся в огонь с бронспойтами в руках, водою пробиваясь прямо к цели. Спасаем, помогаем, рискуем, а потом гордимся, что смогли и что успели. Спасаем, помогаем,
рискуем, а потом гордимся, что смогли и что успели. Любуйтесь, люди, искрами костра, и капельки воды с небес ловите. А если искры пламя, а вода беда, тогда, конечно, сразу нам звоните. Бросаемся в огонь с разбойным в руках, водою пробиваясь прямо к цели. Спасаем, помогаем, рискуем, а потом гордимся, что смогли и что успели. Спасаем, помогаем, рискуем, а потом гордимся, что смогли и что успели. На сцену приглашается начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, генерал-майор внутренней службы Наумов Андрей Геннадьевич. Глубоко уважаемые ветераны, дорогие друзья, коллеги, я так думаю, что 70 лет – это календарное исчисление. А если вдуматься, то их не 70 на самом деле, а как минимум 1 к 3, если не 1 к 5. Почему? Все очевидно. Кого и что охраняет мордовский гарнизон? Республику Мордовия. Что охраняет Рязанский гарнизон? Рязанскую область. А кого охраняете вы? Как минимум европейскую часть России. Поэтому на вас 10-кратная ответственность. И это просто замечательно, что прошедшие 70 лет, они ознаменованы безаварийной работой. И я абсолютно уверен, что те традиции, которые были заложены ветеранами, такими как Федор Романович, они позволят и в дальнейшем, на ближайшие десятилетия и столетия, а у вас именно такое очень серьезное и большое будущее, оно трудное, очень трудное, но наверняка успешное. Я вам всем хочу пожелать, в первую очередь, конечно, здоровья, дальнейших профессиональных успехов. Я вам хочу пожелать то, что сейчас ребята пожелали уже, чтобы вы всегда успевали и чтобы всегда возвращались без потерь. С праздником вас! Для вручения специального адреса и подарка приглашается начальник специального управления ФПС номер 4 МЧС России, полковник внутренней службы Зотов Дмитрий Евгеньевич. Вот мы сегодня Дмитрий Евгеньевич сегодня показывал здание и помещение пожарно-спасательной части номер 7 и специальное управление. В одном из помещений я увидел картину с видами города Саранска. Ну, видимо, это неспроста, потому что Саров и Саранск имеют общий корень. Практически одно название. Поэтому решите вот еще такую вот гравюру вам подарить, также с видами города, чтобы наша связь и взаимодействие крепли в дальнейшем. С праздником! На сцену приглашаются
начальник специального управления ФПС номер 3 МЧС России, полковник внутренней службы Захаров Сергей Александрович, город Москва, начальник специального управления ФПС номер 50 МЧС России, полковник внутренней службы Елисеев Алексей Николаевич, город Санкт-Петербург, начальник специального управления номер 38 МЧС России, город Нижний Новгород, полковник внутренней службы Жаднов Александр Сергеевич, начальник специального управления номер 22 МЧС России, подполковник внутренней службы Саблин Роман Анатольевич, город Заречный, и Абдулалипов Артур Адипович, начальник специального управления ФПС номер 35 МЧС России, город Казань, полковник внутренней службы. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники администрации города, Федерального ядерного центра. Мне вот тут выдали ответственные поручения от всех руководителей специальных подразделений нашей Большой Волги, Санкт-Петербурга и города Москвы. Поздравить вас с 70-й годовщиной, с этой юбилейной датой. Для нас, я думаю, это для всех будет сказать правильно, что для нас это огромная честь, что нам сегодня выпала такая возможность стоять на этой сцене, поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Про себя могу сказать, что для меня это вдвойне приятно, потому что из 70 лет, которые существует 4-е управление, 5,5 лет я проработал и отдал службы и жизни именно 4-му управлению. Здесь, в городе Сарове, занимая должность заместителя начальника управления. Я думаю, многие меня помнят. Я очень рад, что мне вместе с вами, со многими, довелось пройти те сложные времена 2010 года, когда на долю и работников ВНИЭФа, и сотрудников администрации, ну и в первую очередь, конечно, на личный состав специального управления номер 4 выпала такая сложная задача по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, которая коснулась всего города и которая весь город сплотила и объединила. И правильно тогда сказал Сергей Кожугетович Шойгу, что данная чрезвычайная ситуация – это война со всеми ее атрибутами, на которой было и фронт, и фланг, и тыл, и авиация, и бронетехника, ну и пехота. И я очень рад, что со многими с вами я вместе был в лесу, вместе с вами эту чрезвычайную ситуацию ликвидировал, и вместе мы эту ситуацию победили и защитили это уникальное предприятие, этот уникальный город. Но от наших коллег я должен сказать то, что вот они все приехали немножко пораньше, они действительно все соприкоснулись вот с этим уникальным городом, они посмотрели и эти замечательные и вещи, которые для всего православного мира считаются уникальными, в которые едут со всей страны. И вот это уникальное предприятие, с которой тоже едут со всей страны, которое создает, которое ковало, кует, и, я надеюсь, будет ковать тот ядерный щит, который у нас есть, который сейчас благодаря руководству страны развивается, который изобретает какие-то новые технологии для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. А вас всех, спасибо вам от меня лично за совместную работу, вас всех с юбилеем, всего вам доброго, сухих рукавов. Да, и на сцену приглашается Дмитрий Евгеньевич Зотов.
забыли, как говорится, одного из представителей спецуправления. Это ИПЛ, город Москва. Блинов Виктор. На сцену приглашается помощник Саровского благочинного по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир. Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, глубоко уважаемые ветераны, сотрудники пожарной службы, от имени и по поручению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова и от себя лично сердечно поздравляем вас с юбилеем, 70-й годовщиной службы, которая обеспечивает надежность нашего города, славного Сарова, и его славную историю. Как мы сегодня уже вспоминали вместе с вами, этот день Николая Чудотворца, который, по сути дела, является покровителем нашей пожарной службы, потому что образована была в день Николая Чудотворца. Скажу далее, что покровительницей службы, которую вы несете, опасной, ответственной, весьма нужной, является сама Царица Небесная, ее икона неопалимая Купина. И вот вспоминая 2010 год, когда бушевали пожары около Сарова и за ее пределами, вместе с иконой Царицы Небесной мы облетали самые опасные участки и молились о том, чтобы Господь по ее молитвам даровал избавление от страшной стихии. И с помощью Божьей, по молитвам Царицы Небесной, пожар был побежден. Это, конечно, помощь свыше. Но нельзя умалять и тех трудов, тех усилий, того подвига, который совершили люди, которые имеют специальное образование и специальные навыки. То есть вы, дорогие пожарные, участники всех тех мероприятий, которые проходили в 2010 году. И, конечно же, не надо забывать, что Саров – это духовный центр, Дивеево – это духовный центр. Об этом говорят всегда наши духовные руководители в лице патриарха, в лице нашего митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. И, пользуясь случаем, хочу сделать такое объявление. Те из вас, которые служат сейчас, но когда-то закончат службу, или в настоящее время захотят служить Матери Церкви, пожалуйста, приходите. Для вас есть специальные вакансии. И надо сказать, что некоторые представители пожарной охраны являются священнослужителями, которые несут свою службу в алтаре Божьем. Сердечно поздравляем вас с праздником, желаем вам доброго здоровья, благодатной помощи Божией и всего самого доброго в вашем нелегком служении. С праздником вас! Песня «Неопалимая Купина» прозвучит в исполнении автора. Поет Дмитрий Винокуров. Тревожный колокол звучит, сухая лопается глина, но будто знамение в ночи
неопалимая купина, пожарный выехал обоз. Уезд, скажись, оповестили, священник бережно обнес иконы первой по силе. Пожарный выехал обоз, уезд, скажись, оповестили, священник бережно обнес иконы первой по силе. Круг озарившейся избы, венцы отверсты преисподней, и дождь, желанный перст судьбы, на киноваре чудотворной под слоем пепла не видны живые трещины, морщины. Спаси нас всех и сохрани, неопалимая купина. Под слоем пепла не видны живые трещины, морщины. Спаси нас всех и сохрани, неопалимая купина. Слеза Господня на ладони, водой наполнены колодцы, благословят слепой огонь. Идут герои, огнеборцы, взывают к подвигам былым. Набат невидимого храма, дай Боже мужество живым, погибшие не имут срама. Взывает к подвигам былым, набат невидимого храма, дай Боже мужество живым, погибшие не имут срама. Пожарным, рыжим и седым, в дерюшках дымных и прожженных, как всем оплаканным святым, не хватит места на иконах, под слоем пепла не видны живые трещины, морщины. Спаси их всех и сохрани, неопалимая купина. Под слоем пепла не видны живые трещины, морщины. Спаси их всех и сохрани, неопалимая купина. На сцену приглашается начальник отдела по награждению и присвоению спортивных званий и разрядных норм Центрального спортивного клуба МЧС России Вадим Марчелович Валуца. Добрый вечер, глубоко уважаемые ветераны, действующий личный состав гарнизона специального управления номер 4. Поздравляю вас с праздником, с 70-летием. От лица Игоря Валентиновича Басалая в кругах специального управления очень известно. Наилучшие пожелания и, самое главное, сухих рукавов. Наслышаны о ваших спортивных достижениях, о спортивной жизни. Даже был я здесь и был в Заречном, видел выступления команд всех специальных управлений, где есть хоккейные команды. Что поражает в специальных управлениях, всегда вот эта организованность, и видно прямо вот советская пожарная охрана, вот самое лучшее переняли. Вот, есть во многих гарнизонах, в главных управлениях, где это поддерживается, тоже традиции сохраняются. Но вот в специальном управлении я вот это увидел. И хочу сказать слова благодарности всем, каждому жителю города Сарова. Я здесь уже не первый раз. Поздравляю вас всех с этим праздником, с общим праздником, потому что вы все делаете общее дело на благо
Российской Федерации на благо мира во всем мире. Всем всего самого наилучшего. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2018 года инструктору профилактики группы профилактики пожаров специальной пожарно-спасательной части номер 1, капитану внутренней службы Тимофееву Евгению Григорьевичу присвоено звание «Мастер спорта России» по пожарно-спасательному спорту. Нагрудным знаком за укрепление спортивного содружества наградить начальника специального управления ФПС номер 4 МЧС России, полковника внутренней службы Зотова Дмитрия Евгеньевича. Приказом МЧС России от 24 января 2018 года о поощрении сотрудников МЧС медалью за пропаганду спасательного дела наградить Патука Михаила Васильевича. Можно я добавлю? В прошлом году было юбилейное событие, круглая дата, 80 лет пожарно-прикладному спорту, сейчас он пожарно-спасательный, и у нас был приказ грандиозный по всей России, и вот сейчас мы награждаем наиболее достойных ветеранов спорта наградами МЧС России. Продолжаем. Нагрудным знаком МЧС России лучший работник пожарной охраны наградить инструктора профилактики группы профилактики пожаров специальной пожарно-спасательной части номер 1, капитана внутренней службы Тимофеева Евгения Григорьевича. Нагрудным знаком МЧС России лучший работник пожарной охраны наградить старшего инженера, руководителя дежурной смены специальной пожарно-спасательной части номер 7, старшего лейтенанта внутренней службы Юматова Вадима Олеговича. Спасибо большое, с праздником. На сцену приглашается начальник Нижегородского учебного центра ФПС МЧС России, полковник внутренней службы в отставке Михаил Александрович Степанов. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно присутствовать на вашем мероприятии. Совсем недавно представители специальной пожарной охраны присутствовали на моем юбилее, моего учебного центра 50-летия. Большое вам спасибо за совместную службу, работу. Вас с праздником, всего самого хорошего, доброго. Так получается, что я единственный представитель Нижегородского гарнизона сегодня. От всего Нижегородского гарнизона примите искренние пожелания, поздравления. Мы всегда с вами, мы всегда готовы прийти к вам на помощь, так же, как и вы к нам, надеюсь. Дмитрий Евгеньевич, прошу. Здесь очень... Нас с вашим коллективом связывает большая дружба, начиная с Владимира Витальевича. Когда мы в 2004 году, меня первый раз познакомились с Саровской землей, с тех пор мы поддерживаем очень тесные взаимоотношения. Нижегородский учебный центр всегда готов помочь во всех вопросах, всегда быть рядом с вами. Мы вас поздравляем, всего самого хорошего. И наш вклад в ваши спортивные достижения, в вашу спортивную помощь. Спасибо.
На сцену приглашаются заместитель начальника отдела в городе Сарове Управления ФСБ России по Нижегородской области подполковник Здоров Сергей Вячеславович и начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров полковник полиции Чернышов Андрей Анатольевич. Уважаемые коллеги, наверное, звучит очень символично в настоящее время, потому что совсем недавно, вы прекрасно знаете, да, что министром чрезвычайных ситуаций Российской Федерации назначен представитель нашей федеральной службы. В этом особый символизм. Вас руководство страны возводит на новый уровень, и руководителем стал представитель специальной службы, что подтверждает, что и Министерство чрезвычайной ситуации фактически является специальной службой Российской Федерации. От имени руководства и по поручению коллектива отдела в городе Сарове, от себя лично хочу от всей души поздравить ветеранов специального управления, весь большой дружный коллектив с этим замечательным праздником. В череде юбилеев Саровской земли, который праздновал сначала федеральный ядерный центр, потом по очереди все силовые ведомства. И вот наступило ваше время, день 70-летия, чтобы потом пойти в новый виток празднования юбилеев. Хочется пожелать вам огромного здоровья, огромных жизненных сил, оставаться честными, принципиальными сотрудниками в своем деле, на дело обеспечения безопасности нашей страны, Российской Федерации и нашего прекрасного города и объекта. Так, уважаемые коллеги, друзья, ветераны, хочется присоединиться к словам Сергея Вячеславовича. С пожарной охраной в Сарове у нас управление внутренних дел идет уже 70 лет вместе. Мы сначала были в одном министерстве, потом вместе делили одну крышу на двоих. Что хочется в этот прекрасный день пожелать вам? Самое главное, хочу пожелать здоровья вам, вашим близким, семейного благополучия, крепких тылов, солнечного неба над головой, и чтобы количество выездов было равно количеству возвращений подразделения. Всего хорошего, с праздником. И на сцену приглашается Дмитрий Евгеньевич Зотов. Дмитрий Евгеньевич, мы с Сергеем Вячеславовичем дарим тебе такой подарок. Это город Саров, который вы со своим личным составом защищаете от всех бед и невзгод. Спасибо, мужики. Спасибо. Уважаемые друзья, еще раз с праздником! Пожарной звездой появились для борьбы в этой жизни с огнем. В
Вы в пожарное братство вселились, навсегда и бессрочно вы в нем получили награды и раны, и сегодня еще вы в строю. Ветераны пожарной охраны, перед вами колени клоню. Ветераны пожарной охраны, перед вами колени клоню. В ту лихую и злую годину, когда враг шел свободу отнять, вы прошли сквозь огонь и руины и отчизну смогли отстоять. В вихре огненном годы промчались, из руин поднимали страну. Вы душой молодые остались, хоть не скроешь уже седину. Вы душой молодые остались, хоть не скроешь уже седину. Вы мудры, вы пожарные боги, вы пожарному делу верны. Жизнь полна и беды, и тревоги, и сейчас вы нам очень нужны. Получили награды и раны, и сегодня еще вы в строю. Ведь охраны, перед вами колени клоню. Ветераны пожарной охраны, перед вами колени клоню. На сцену приглашаются ветераны управления. Начальник управления пожарной охраны города Сарова с 2000 по 2005 год, полковник внутренней службы в отставке Кравченко Анатолий Иванович и председатель Совета ветеранов специального управления ФПС номер 4 МЧС России, полковник внутренней службы в отставке Белин Владимир Федорович. Уважаемые гости, дорогие ветераны, коллеги, друзья, примите самые искренние поздравления и пожелания по случаю нашего 70-летия. Да, советский атомный проект в свое время, если можно так сказать, много родил новых министерств, ведомств, направлений в народном хозяйстве Советского Союза. В том числе была и рождена специальная пожарная охрана. Об этом очень хорошо сказал главный инженер Российского федерального ядерного центра в своем выступлении. Мне приятно констатировать, что за все 70 лет, благодаря совместной работе с администрацией ядерного центра, с начальниками лабораторий, отделов, цехов, да и со всем инженерно-техническим составом и нашим профилактическим составом, не допущено ни одного серьезного пожара, который мог бы повлиять на выполнение оборонного заказа Родины. Это главный итог нашей работы.
Тем, кто сегодня в строю, желаю так держать и впредь. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чистого неба над головой. Ну а кто в строю, сухих рукавов. С праздником! Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, позвольте мне поздравить всех вас с этой знаменательной датой. Дата очень хорошая. 70 лет – это все-таки срок, о котором можно говорить хорошие слова, потому что в службе в нашей делаются хорошие дела. Я очень рад, что сегодня присутствую на этом мероприятии и хочу вам пожелать всем здоровья, успехов в нелегком труде, счастья. Дай Бог, чтобы ваши дети, а у ветеранов уже и внуки, всегда с любовью относились к нашей службе, всегда говорили о ней хорошими словами. Я надеюсь, что так будет, а мы будем гордиться, что мы работали, служили на этой службе. Я с молодых лет, с 17 лет поступил в училище и не жалею. Ну и дай Бог, чтобы все так относились к своей работе положительно. Всего самого наилучшего. Здоровья всем, счастья. На сцену приглашаются главный врач клинической больницы номер 50 ФМБА «Россия» Сергей Борисович Оков, директор операционного офиса «Саровский» ВТБ-24 Николай Александрович Мосягин и председатель Саровского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Юрьевич Бахарев. Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич, сотрудники, ветераны специального управления. От коллектива Банка ВТБ искренне поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Во-первых, в словах хочется поблагодарить вас и сказать огромное спасибо за тяжелый, связанный с риском, но чрезвычайно нужный для нас всех, горожан, для предприятий, труд. Ваша постоянная профессиональная подготовка. Я общался с вами, с вашими руководителями, вижу, настолько много усилий прилагается, чтобы обеспечить постоянную готовность. И это есть гарантия того, что в самые трудные моменты люди, нуждающие в вашей помощи, ее получат своевременно и качественно. Желаю вам, людям, которые постоянно дают людям помощь, счастья в семейной жизни, благополучия и крепкого здоровья. С праздником вас! Есть отдельный пост в Дивееве МЧС. И знаю, что и постоянно общаюсь с Дмитрием Евгеньевичем, курирует лично работу данного поста. Мой подарок связан именно с этим святым местом. Я очень хочу, чтобы помощь свыше оказывала вам содействие, поддержку, оберегала вас в вашем благородном труде. Уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники пожарной охраны города Саров, уважаемый Дмитрий Евгеньевич, очень искренне
мы поздравляем вас от всех сотрудников больницы с этим праздником. Мы работаем вместе. У нас номер нашей экстренной службы начинается на одну цифру, 0, сейчас, правда, 112. Мы вместе с вами были на пожарах, мы вместе проходили по территории больницы, вместе устраняли недостатки. И надо сказать, что мы, наверное, отдали вам, сотрудникам пожарной охраны, самое дорогое, что у нас есть, это лучших работников управления больницы. Они являются женами ваших сотрудников. И в этой ситуации мы практически родные. И Дмитрий Евгеньевич, он часто при встречах говорил, так тяжело вздыхая, как будто старый, эх, здоровья не купишь. Но имея некоторое отношение к этому процессу, мы нашли, где можно здоровье купить. И как второе по величине градообразующее предприятие, дарим вам, Дмитрий Евгеньевич, 2 сертификата в магазин «Спортмастер». Спасибо. Значит, я думаю, что мы с вами еще встретимся на спортивной площадке. Я, правда, только перетягивать канат могу, но и там постараюсь. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, поздравляю вас и ваш коллектив с юбилеем, 70-летней историей. В последние десятилетия у нас сложились в процессе эффективные взаимоотношения, доверительные. Профессия пожарного сродни боевой службы, требует полной самоотдачи, стойкости и выдержки. И в мирное время вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. Друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, счастья вам и вашим семьям. И позвольте вручить от организации благодарственное письмо. С ВДПО мы всегда рядом. Спасибо. И новый день, оранжевое солнце на балконах, и ты в свою профессию влюбленный, и жизнь нам доверяет миллионы. Мы МЧС, первым на помощь, мы рядом, мы здесь. Браво, пожарные, браво! Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. И снова в бой нас снова поднимают по тревоге, и снова мы на помощь, мы в дороге. В стране наш телефон известен многим. Мы МЧС, первым на помощь, мы рядом, мы здесь. Браво, пожарные, браво! Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Кодекс чести, присягой закон. Это не слова, это образ жизни. Каждый из нас сознательно пришел верой и правдой служить своей отчизне. В горах, на суше, в воздухе, в воде нам подвластна стихия любая. Где бы ты ни был, помни везде. Богу хвала, ближнему защита. Первым на помощь, мы рядом, мы здесь. Браво, пожарные, браво! Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Если к тебе спешит МЧС,
в мире ему нету равных. Первым на помощь мы рядом, мы здесь. Браво, пожарные, браво! Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Если к тебе спешит МЧС, в мире ему нету равных. Нету равных. Мы МЧС. Торжественное собрание, посвященное 70-летию со дня образования специального управления Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России, объявляется закрытым.